Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня у нас погода отличная, солнышко. Так и хочется на улице работать, но у нас несколько дней были дожди. Пока огороде невозможно работать. Работаем дома и отдыхаем пока. Сегодня решила я своим внукам жарить пирожки. Давно я не жарила. С этой болезнью я не смогла своих внуков баловать. Поэтому сегодня обрадую их. Старшенький у меня в школе, а младшего я сейчас только что отвезла. Через час, может и больше, подойдет старшенький внучок Кирюша. С здоровьем вроде у меня все налаживается. Слава Всевышнему, можно сказать, что я выкарабкалась. Благодаря вашей поддержке, моих любимых подписчиков и зрителей, благодаря своих детей, родственников, я встала на ноги. Да, болезнь коварная, очень даже коварная. Многим это не понять, но не дай бог, конечно, понять, на себе испытать такую страшную болезнь. Многие не встают, уходят. Мне их жалко. Жалко мне их родственников, детей. Да, очень тяжело. Да, мне жалко, конечно, что дети остались, что родственники остались. Плачут, переживают. Но ничего не поделаешь. Это у нас как на войне люди погибали. Многие писали насчет питания. Даже есть среди моих подписчиков дети-врачи. Они тоже спасибо, что интересовались моим здоровьем. Первый тест у меня был положительный, второй тест у меня, слава Всевышнему, отрицательный. Из карантина мы вышли, дети учатся, радуются, что они в школе. Хорошо, что мои дети не заболели, а то у Владислава тоже врожденный порок сердца. Этот вирус не только разрушает организм человека и оставляет свои последствия. Особенно, где есть хронические болезни. У меня вот с сердцем была проблема. Вирус оставил и там следы. Сейчас я лечусь. Раньше от ковида лечилась, от вируса, а сейчас от последствий лечусь. Получаю панангин, систему, берлитион. Это мне положено как диабетику. Карвидилол, витамины D3, омега, витамин С. Все пью. Пью клопидогрел, чтобы кровь разжижалась. Пью верошпирон мочегонный. Пью на ночь имманера. Этот вирус везде у меня побывал. Теряется память. Даже у меня, знаете что, и волосы вылезли. Везде он у меня побыл. Оказывается, с этим вирусом каждый человек болеет по-своему. Температура большая у кого-то. А у меня вообще температуры то не было, то маленькая была. 37,2 раза. И все. Запах я тоже чувствовала. И вкус, оказывается, я не чувствовала. Мне всегда все оказалось невкусным. Особенно чай. Я заварки меняла одним за другим. А сейчас, Аллаху шукр, все хорошо. Во время болезни мне многие подписчики писали, чтобы я бульон пила, жирный. Да, я мясо не могла кушать, меня тошнило от мяса. Я варила жирное мясо. Каждый раз вот такой лук у меня на 2 тарелки. Кислый котык клала, перец. Постоянно горячий бульон я ела. Черный хлеб с сливочным маслом. Всегда хотелось мне что-то острое, кислое. То капусту ела, то огурчиков, то салаты кислые. Захотелось даже капусту морскую. Ела апельсинов. Врач мне рекомендовал по 2 апельсина в день кушать. Я ела.
Я и так люблю апельсины. Было тяжело ходить, тяжело было что-то делать, готовить детям кушать. Хорошо, что у меня есть посудомойка, стиралка. Баню вообще не топила, не было сил. Дети купались под душем, я нет. А сейчас топим баню, паримся. Мои мальчики тоже очень любят париться. Я не могу сказать, что мне совсем стало хорошо. Но слава Всевышнему, я уже могу стирать, потихоньку убираться. А как мне тяжело было кормить, ухаживать за козочками. Я пока здесь набирала теплой воды, когда холодно, я им даю теплой воды. Ведро набираю, до коридора дойду, с меня под ручейком, и силы нет. Оказывается, когда болеешь, надо что-то жирное кушать. Вот я ела. Я похудела на время болезни на 6 килограмм. Теперь буду пока все подряд кушать. И набрала 2 килограмма после болезни. Уже мне стало легче дышать. Побольше хожу на свежем воздухе. Свежий воздух тоже нужен. Многие подписчики мне писали, чтобы я не ходила, не работала, чтобы силы я не теряла. Все болели за меня. Спасибо вам, мои дорогие, мои любимые. Мне было очень приятно ваши комментарии читать. Я даже лежала, плакала. Что есть на белом свете очень-очень много добрых людей. Да были там недоброжелатели. Из-за прививки через год умрешь. Я одну только комментарию такую выпустила, остальных не только удаляла, даже блокировала. Я думаю, когда сильно лежишь, болеешь, не надо падать духом, не надо обратить внимание на такие комментарии. Всегда надо думать о позитиве, о хорошем, что вот-вот станет лучше, сегодня плохо, завтра будет лучше, утром болеешь, к вечеру будет лучше, вечером болеешь, завтра утром будет легче. Вот так, да. Здесь как выздоравливаешь? Когда человек болеет, каждым днем лучше становится. Например, после операции, после простуды. А здесь, оказывается, не каждый день улучшение, а каждую неделю немножко становится улучшение. Каждый месяц. Недаром мне пишут мои подписчики, что болеем 6, 7, 8, даже 9 месяцев. Последствия остаются. Очень много лекарств я покупала, уколы, потому что не только ковид я лечила. У меня и диабет, и сердечная недостаточность, поэтому у меня надо было лечить, где что болит, где у меня последствия. Хорошо, что брат с женой приехали, помогли. Одна подписчица у меня пишет, наверное, Салават тоже. Я не осуждаю, просто мне интересно было. И если она меня смотрит, то чтобы знала. Почему только про брата пишете, что брат только помогал? Один брат только не сможет столько дел сделать, потому что он тоже уже пожилой, не молодой. У меня брат такой энергичный, он за один день за 3 может работать. Он хорошо кушает и хорошо работает. И парится в бане по 2 часа. Вот такой у меня брат. Салават в этот день не смог помогать, потому что у него в этот день дочка соревновалась. Закрытие у них после соревнований было закрытые сезона. Там они, дети угощали, сами угощались. Он приехал только купаться, посидеть, поговорить. Кстати, в этот день тоже внучка принесла нам 9-ю медаль. Очень нас обрадовала она.
Теперь родители решили купить ей самые хорошие лыжи, чтобы она нас в дальнейшем обрадовала. А мои мальчики в этом году никуда не ходили, обленились. Ничего. Внук Кирилл дома старается, что-то делает, выходит на пробежку, когда погода хорошая, и с братом своим по вечерам занимаются. А то Кирилл стал сильно поправляться. Я ему объяснила, что это нехорошо сильно поправляться, что может и на сердце отдавать. Он меня понял летом. Вот хочу как-нибудь по совету Владимира где-нибудь во дворе сделать для детей турник. Не мешает и самой немножко висеть на турнике. Это полезно для позвоночника. Многие интересовались, что я не заразила ли в монастыре кого-нибудь. Мои хорошие, никого я не заразила. Слава Всевышнему. Отец Тихон часто мне пишет, и я пишу. Он нас ждет с мальчиками 2 мая в гости в монастырь. Вот поедем в монастырь. У меня Кирилл крещенный. Мои мусульманки за это меня ругают. Почему я ездила в монастырь? Я же мусульманка. Мусульманкам не положено. Я хочу сказать одно. Я мусульманка. Но я не намаз не считаю, ураза не держу. Потому что с моими такими болезнями невозможно ураза держать. Я и мечеть отвожу, хайер, садака. В будущем хочу снимать внутри нашего мечети. Возможно, ураза байрами. Да, я мусульманка. Муж был у меня православным. Но ничего не поделаешь. В молодости полюбила парня, вышла замуж. Жили. 3 детей родили, воспитали. У него родственников, можно сказать, вообще нет. В Нижнем Новгороде есть двоюродный один. В Астрахани сестра, которая не ходит. У него умер и старший брат, и младший брат. Умерли тоже от болезни. У старшего брата Федора была онкология, у младшего брата Александра оторвалась тромба. А кто пойдет в церковь, закажет службу, если не я. Я была его законной женой. Я вдова. Я не имела права не заказать службу в монастыре. Это моя обязанность. Мы его помним, любим, скорбим. Я буду ездить в монастырь, буду заказывать там же службу, ставить свечи его родственникам, свекру, крови, бабушкам, дедушкам с его стороны. Наш мулла же православным не считает ничего. Почему-то. А куда я должна была заказать службу? Также православным тоже не запрещается в мечеть ходить. Это, наверное, я думаю, человек выбирает сам. Куда можно ходить? И куда надо ходить. У меня вот Кирилл крещенный. Невестка моя крестила, когда они жили в Сургуте. Без разрешения моего сына. Когда мы сыну 7 дней справляли, у нас у мусульман 7 дней справляют, у Кирилла почему-то крестик сломался. И я не стала ему покупать крестик. А сейчас он хочет крест носить. Владик не крещенный. Если мой внук хочет крестик себе приобрести, я не против. От этого крестика ему ничего плохое не делается. У нас тоже у мусульман есть амулет. Чтобы амулет носить, тоже мулла должен что-то считать. Так что, мои мусульманки, вы меня не обессудьте. В прошлом видео я вам сказала, что у меня умер петух. Одна моя подписчица из нашего села Стерлибашево нашла мой телефон и с мужем привезли мне петуха. Мои куры очень обрадовались. Привезли мне бесплатно. Мне было неудобно, конечно, хотя я в прошлом году сама бесплатно раздала. Не брала ничего. Они тоже так же поступили. Но я им хайр отдала. Тем более на поминки мужа я много полотенчики приготовила. Я родственникам раздала. Еще остались немножко. Я вот так раздаю. Они не брали. Я сказала, что это хайр. Хотела мужу поминки справлять, не получилось из-за болезни. Тогда только они взяли. Вот мир не без добрых людей. Вот мои пирожки с картошкой. Я немного приготовила.
штук 15, наверное, на троих. Я могу съесть одну, может, 2 штуки. Пирожки пышные получились. Я не стала вам говорить рецепт, потому что я вам показала, как я готовлю пирожки. Сейчас внук придет, будем с ним чай пить. И поставила я готовить. Здесь у меня готовится гороховый суп. А дети мои хорошие, вот мои пирожки. Пирожки с картошкой. Вот только не получается пока мне хлеб готовить. Там надо долго месить. Пока силы нет, я уже вот устала. Пока готовила пирожки, пока разговаривала с вами. Сейчас чуть-чуть полежу, отдохну и встречу своего внука старшего. Я желаю всем, чтобы вы никогда не болели и чтобы не знали, что такое вирус, и чтобы вы на себе не испытали такую коварную болезнь. А если кто-то заболел, скорейшего вам выздоровления, мои хорошие. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч. Всего вам доброго.